Шашасына шаң жұқпаған нағыз батырлар алаңы. Найза Fighting Championship 40 турнирі. Көптен күткен Main Event. World Heavyweight Championship of Найза League. The best fighters, the greatest show. This is Main Event. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сіздердің назарларыңызға алаңның көк бұрышындағы жауынгер. Оның кәсіпқой рекорды бір жеңіс, бойы 183 сантиметр, салмағы 93 келі. Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан, Олжас Абзалиев! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. Оның кәсіпқой рекорды 2 жеңіс, бойы 186 сантиметр, салмағы 93 келі. Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан, Нұрғали Нұрғайыпұлы! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Енді мұқият тыңдаймыз. Тоқтан кейін жұмыс жасаймыз. Ережені білесіздер, ережені бұзбаймыз. Визуально крупнее, да, выглядит Нургали? Да, с этим не поспоришь. Есть преимущество в борцовском аспекте поединка у Нургали Нурғайыпұлы, но в ударной стезе, конечно же, Олжас будет поопытнее. Да, и еще такой момент, насколько я помню, Олжас Абзалиев базовый тоже вольник, перешедший в рукопашный бой. Не такой успешный в вольной борьбе, как Нургали, поэтому будет интересно, как Олжас будет справляться с этой борьбой. Первая попытка тейкдауна от Нургали. Свип был, не смог здесь зафиксироваться ни один из спортсменов. Мы уже поняли прекрасно, какой боец что будет сегодня использовать. Был готов к этому Олжас. Ему борьба не нужна. Вот Нургали как раз таки сейчас вовсю нужно показать нам свою борьбу. В первых 2 поединках он особо этого не демонстрировал. Старался именно работать в стойке. Вот здесь, мне кажется, самое то. Колено в исполнении Абзалиева. Такой в борцовском захвате сейчас работает. Уперлись очень хорошо. Не хватает только перекрестного захвата. Арена гудит. На Нургали, я так понял, здесь болельщиков больше пришло. Да, на самом деле оба спортсмена из Нур-Султана. Опять бросается в ноги. Прихватывает одну ногу. Потянул ли навыки граунд-паунда Нургали? Нурғайыпұлы после своего последнего поединка. Были у него возможности завершить бой досрочно именно в партере против своего последнего оппонента. Пока хорош в защите Абзалиев. У него есть уже понимание борьбы однозначно. Хороший опыт у него в грэпплинге. Также был в сборной Казахстана по грэпплингу, чемпионом страны. Да, завязал, не дал ничего сделать Абзалиев, отзащитился. Очень низкая стойка, обрати внимание. Плотно стоит на ногах Олжас. Понимает, что Нургали пойдет в ноги. И нужно быстрее успеть среагировать. Да, уже потихонечку бокс уже подключает Нургали. Ждет момента для прохода. Олжас, между прочим, стоит в стойке левши, что, возможно, не так удобно для Нургали. Да, но обрати внимание, сам атаковать не рискует, понимает, что на противоходе может поймать Нургали. Заценил реакцию сейчас Нургали, обрати внимание, покивал головой такой: о, классно, ты хорошо реагируешь, я это теперь учту. Да, пытаются как-то взбодрить Олжаса немножко, чтобы он поактивнее работал, раздергивал оппонента такими легкими ударами. Слышим мы установки угла именно Абзалиева, поскольку рядом находимся. В углу Нургали требует
зашагивать, заходить за правую ручку Олжаса Абзалиева. Да, вот не дают друг другу раскрыться в полной мере бойцы. Да, конечно, потому что Нургали боится сейчас пропустить удар, а Олжас боится пропустить тейкдаун, проход. Да, и такие кошки-мышки, да, получается. Если начнет сейчас атаковать Олжас, то тут же пройдет в ноги Нургали. Да, понимает прекрасно. И очень сильно осторожничает. Резво начали раунд, но вот по истечению времени немножко сбавили темп. Да, неплохо боксировать получается у Нургали, но почему-то он не прибегает к боксу пока. Возможно, не совсем уверен в своих навыках. Концовка, чуть меньше минуты. Вот первая минута была очень жесткой. Вот, пошел за одной ногой все-таки Нургали. Есть тейкдаун! Добился своего, и это важно. В концовке очень важно. Контролирует, но особых сейчас мы не видим. Усилий, добиваний. Будет ли попытка свипа от Олжаса? Хороший вариант. Да, сдвинул центр тяжести, но вот не получилось у него до конца перевернуть. Говорили мы, что Олжас довольно-таки неплох в грэпплинге. Нам это, в принципе, демонстрирует. Завязал, не дал возможности побить. Чуть больше 10 секунд. Есть! Высвобождается, и все равно очень вязко борется Нургали, придерживает ногу на выходе. На выходе пытался пробить сейчас комбинацию Абзалиев. Последние секунды. Фанаты Олжаса. Сейчас уже арена сканирует Олжас. И слишком рано, кажется, бросился здесь Олжас. Пропускает ноги. Пытается опять зацепить стопами изнутри. В таком открытом гарде работает Олжас. Это тоже показатель. Не вяжет, пытается снизу работать. Не получается у Нургали зафиксироваться, взять контроль для нанесения ударов. Особенно вот это вот положение ног. Да, сейчас активно Пытается пройти гард сейчас. Да. Нургали. Рефери сейчас более активно действует, призывает Нургали. Да, пассивен однозначно в партере. Сейчас попытка обхода, я так понимаю, гарда. И, возможно, он будет искать именно сабмишн. Пока не так много мы ударов видим. Локти пошли в ход. Уже от Абзалиева, лежа на спине сейчас. Работает локтями. Да, очень пассивная такая работа в партере. Встает Нургали. Все-таки ему, наверное, удобнее стоя добивать. Сидя с колена. Немножко рискованно можно оказаться либо в свип попасться, либо оказаться в болевом приеме. Бой продолжается в стойке. Снова ищет возможности для прохода в ноги. Да. Нургали Пула. Очевидно. Думаю, Олжас ищет возможность встретить именно на проходе, но не получается у него это делать. Очередной перевод в партер. Некоторые зрители недовольны такой манерой Нургали. Но что поделать, человек большую часть своей жизни посвятил вольной борьбе. И сейчас делает то, что умеет лучше всего. Опять вот положение. Да, есть тейкдаун, но вот нету развития, к сожалению. Да, о чем я и говорил, тебе прошлый поединок также показал, что есть пробелы в граундном паунде у Нургали Пула. Какой-то базой занять позицию для добивания и закончить бой досрочно можно было в первом раунде сразу же. Да, с локтями сейчас проблем доставил оппоненту Абзалиев. Да, вроде вот в проигрышном положении находится, но умудряется атаковать. А Нургали вот занят пока вот именно поиском позиции.
Попытался встать сейчас. Еще одна попытка обхода гарда. Я думаю, Актырел Скрибайло может вмешаться и поднять бойцов в стойку уже. Активности мало, ударов мало со стороны Нургали. Да, дает устное замечание рефери бойцу красного угла. Пассивен очень в партере. Не видим мы активного грэпплинга, ну или граунд-энд-паунда. Да, вот теперь уже начал включаться, нащупал для себя удобное положение. Локти. Да, вот такой удар локтем, он опасен тем, что можно рассечь оппонента. Понимает это прекрасно и Нургали. Старается прятать голову. Минута до окончания второго раунда. Еще раз замечание делает Актылев Аскербайло. Пытается более активным действием призвать Нургали поднимать стойку все-таки. Концовку сейчас Олжасу нужно рисковать. Большую часть раунда он провел в стойке. Поэтому нужно включаться. Понимает он это прекрасно. Да, уже не так быстро, обрати внимание, Нургали. Да, Последние 10 секунд. Безусловно, подустал уже. О, апперкот хороший. Да, нужно поработать. Концовку в любом случае нужно побить. Вот Абзалиеву. Пытается зайти за правую руку, за правую ногу оппонента Нургали. По боксерским меркам делает все правильно. Заходит за переднюю руку. Да, сдалека прям пошел. Такая многосерийная комбинация. От сетки сейчас Олжас работает. Ну, от сетки будет сложновато, конечно же, перевести. Да, видели мы, как хорошо защищается от сетки Абзалиев. Знает, как это делать. В середине октагона, да. Там без шансов было. По крайней мере, прошедшие 2 раунда. Зашел под одну ногу Нургали. Грузит голову Олжас. Забирает все-таки одну ногу. Вцепился в эту ногу Нургали. Понимает, что это его шанс. Нужно перевести во что бы это ни стало. И доработать. Забрать 3-й раунд, закрепить успех. Нет, не получается. Да, это признак того, что растратил энергию. Хайкик! Не такой жесткий. Вот сейчас останавливает проход в одну ногу. И уверенности, конечно же, у Олжаса прибавится. Кажется, психологически уже начинает надламываться Нургали. Да, разворачивается, сейчас будет уже на спине, будет писать контроль, что будет пытаться отсюда делать Олжас. Нужно занять удобную позицию. Олжасу нужно заходить за спину, да, опять группируется, садится на коленки Нургали. Не получается у него восстановиться. Да. Фулмаунт, Олжас Абзалиев сейчас взбирается на оппонента. Да, опасно для Нургали. Включает локти. Нужно контролировать. Будет ли попытка удушающего приема? Нет. Очень тяжело будет сделать удушающий прием, но вот побить можно. Мне кажется, сейчас переломный момент наступает в поединке. Ровно на 2 раунда хватило функционалки Олжаса. Оп, пытается провести удушающий. Олжас, по всей видимости. Забирает шею, да. Но не закрепился на спине. Заигрался и оказывается сейчас на спине Олжас. Но сможет ли Нургали отсюда поработать уже на всю катушку? Я сомневаюсь, если честно, потому что возможности были у него во втором раунде точно такие же. Да, опять локти пошли в ход. Абзалиев не уймется, не останавливается ни на секунду. Он постоянно в движении, постоянно работает.
Довольный, ты посмотри на его улыбку. Ну, грустить зачем ему? Ощущение, как будто он просто кайфует от этого поединка, знаешь. Я наблюдал, кстати, его поединок на чемпионате города по ММА. Он примерно так и дрался. Как рыба в воде чувствует себя в поединке, неважно. На спине он лежит, избивает оппонента. Да, можно поднимать смело, мне кажется. Да, однозначно. самое правильное решение. Не получается у Нургали работать. Это тревожный знак, конечно, для угла его. Олжас сейчас должен пойти вперед. Минута до окончания третьего раунда. Чуть больше уверенности в нем появилось. Задышал уже, тяжело дышит Нургали Нургаипулла. Ну и Олжасу нелегко, обрати внимание. Колено. Да, уже такие вещи просто так не проходят. Блок. Удар в В любом случае, на фоне усталости Олжас может хотя бы работать от ударки. Да. На фоне усталости Нургали не сможет бороться. Да, лишается он главного козыря. Не получается уже на скорости залетать хотя бы под одну ногу. Чуть посмелее нужно действовать Абзалиеву. Думаю, раунд за ним. Отлично. И такой 10 жесткое секунд до попадание. окончания третьего раунда. Концовку сейчас активизируется Абзалиев. Пытается поджимать. Да. Отбегал. Третий раунд. Нургали Нургаипулла. Подраться. Он не дерется, чтобы стать чемпионом Найза в полутяжелом весе. Он дерется, чтобы подраться. Да, все же не рискует более активно работать Абзалиев. Ждет момента Нургали. Мы понимаем, что в любом случае, в каком бы ситуации, в какой бы он ни был, он в любом случае пойдет бороться. Странно, почему Нургали абсолютно не работает, не применяет свой бокс. Да, я понимаю, базовые инстинкты в любом случае срабатывают раньше, чем приобретенных навыков. Но тем не менее, если не получается сразу проходить ноги, нужно как минимум маскировать через серийную работу руками. Показывает прям очевидно свои планы Нургали. На каждое действие его проказывает проход. Есть! Хайкик и добавляет справа джеб. Абзалиев. Руки опущены. Наверное, оно и оправдано. Чтобы в момент прохода легче было реагировать. Да, на самом деле в ударке Нургали еще не доставил проблем нанесенными ударами. Поэтому можно, наверное, руки опустить. Да, нужно больше джеба. В углу сейчас подсказывают, что нужно активизировать. Не вкладывается в удары Олжас. Да, вот. Уже пошла атака от Нургали. Нужно поувереннее действовать. Почему вы не попробуете поработать в стойке? Да, действительно. Ну, вряд ли Олжас пройдет сам в ноги, понимаешь? Поэтому можно рисковать. А если пройдет, то вряд ли переведет. Ему это не нужно, по большому счету. Он находится в удобном для себя положении. Сопернику уже тяжело бороться. А в ударке он превосходит оппонента. Уже полраунда позади. Каких-то активных действий мы еще не увидели. Во, уже более-менее. Начал свою атаку Абзалиев. Пошел вперед. Да, Нургали уже начал активизировать свой бокс, как и говорил, больше применяет рук. Оставшиеся силы все-таки он, кажется, смог распределить. Понимает, что бороться уже будет сложно. Есть! Два! Три попадания! Отличная серия! Увлекся и пропускает в ноги. Сейчас задача Абзалиева, конечно, вязать.
вязать, лежать именно в этом положении. Рефери сам все сделал. Попытка входа, садится почти. Практически сел маунта. Есть халфгард. Да. Хорошо начал атаку, но вот смазал немножко планы Абзалиеву. Нургаипова, у него есть позиция. Нужно добивать. Нужно активизироваться, бить. Но... К сожалению, Нургали не умеет добивать парты. Я вот заметил это на протяжении нескольких раундов. Все чаще работает локтями снизу Олжас Абзалиев. Да, чуть больше минуты осталось до окончания раунда. Попытка обхода. Треугольник. Сможет ли закрыть здесь Абзалиев? Даже не попытался. Ну, в таком весе на самом деле тяжело делать такие приемы. Да, попытка свипа еще одна. Очень сильно грузит свои ноги Олжас. Именно поднимая Нургали. 100 килограмм каждый раз вот так поднимать, конечно, кажется на бойце, это однозначно. Да, и уже, кажется, у Абзалиева тоже не осталось сил. Поднимать стоит бойцов. Нужно идти вперед Абзалиеву. Понимает он это прекрасно. О, попадает. Есть попадание. Концовка. Просто бросается вперед с ударами. Чемпионский раунд. Последний, второй чемпионский раунд. Попадает джебом сейчас. Еще один раз. Разодоривает это Абзалиева. Нравится ему, что оппонент хочет работать в стойке, но это ненадолго. Еще размер. Тут даже голова не успели столкнуться. Да, все-таки бойцовское IQ довольно-таки неплохое у Нургаипова. Смог он распределить силы после второго раунда, когда мы думали уже все. Просел, но, понимая свои возможности, выбрал самую, наверное, верную для себя тактику. Абзалиев на руках точнее здесь. Джеб. Попадает еще раз. Да, но не осмеливается идти вперед. Не хочет Абзалиев опять оказаться под оппонента. О, потрясен, кажется. Да, вот здесь он Нургалиев приложился слева. Пытается ответить. Останавливает тейкдаун. Уже более увереннее борется Абзалиев. Чуть больше 3 минут. Как Матадор буквально. С красной тряпкой напротив быка. Снова Бросается в ноги. останавливает. Контрит. И Делает это... спрол. Да, и это шанс для Абзалиева сейчас занять позицию хорошую, выйти за спину. Как минимум нужно это делать. Да. В третьем раунде он это проворачивал уже один раз. И сможет ли это сделать сейчас? Да, работает по корпусу, добивает. Нет, даже Абзалиев в партере сейчас пассивен на удивление. 5-й раунд в любом случае. 20 минут плотной работы, активной работы. Вот это да! Вот это тейкдаун. Неожиданно было, конечно же. И как раз таки нужный тейкдаун в 5-м раунде для Олжаса Абзалиева. Да, сейчас посмотрим, оценим навыки грэпплинга Нургали. В позиции халфгарда он держит оппонента. В углу требует, чтобы он встал. Абзалиеву важно сейчас удержать оппонента в партере. Да, тоже пассивен. Не получается у него раскрываться, бить. Рефери дает устное замечание. Появилась возможность наносить удары.
Сможет ли занять позицию Маунта? Да, полностью пропускает сейчас Маунт Нургали своего оппонента. Есть еще 2 минуты впереди. Да, нужно наносить удары, быть активным, не давать рефери поднять себя. О, опасно. Для Нургали Нургаипула. Близок к фулл-маунту сейчас, ужас. Очень удобную позицию занял для добивания. Рискнет ли пойти за болевым здесь сейчас? Абзалиев, напрашивается рычаг локтя. Маловероятно, это очень рисковая Да, это затея. рискованный вариант, согласен. Короткие Всаживает просто локти. локти. Хорош, отлично. Еще один локоть. Короткие, неприятные Призывает к локти. активной защите. Да, сейчас Артелева возможно, остановит. Скирбаюла. Минута до окончания 5-го раунда и поединка в целом. Выживает просто Нургали из последних сил. Находит какие-то силы в себе развернуться. Абзалиев разговаривает со своим углом уже, советуется, как ему Да бить, нет, как ему не бить. Койсюбек там сейчас. Очень эмоционально сейчас реагирует в углу Абзалиева. Все понимают, что именно этот отрезок решающий, и важно его оставить за собой. Нету сил уже Нургали, нету сил сопротивляться, вставать. Есть корпус, все делает правильно Абзалиев. 30 секунд до окончания 5-го Локти. раунда. Да, думаю, все-таки додержат. Нету сил уже добивать у Абзалиева. Да, всячески подталкивает Нургали встать, но когда ты уже устал и 100 килограмм соперник на тебе, то это практически нереально. Заканчивается. И сумасшедший поединок. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен ауыр салмақтағы тұңғыш чемпион Олжас Абзалиев! Олжас Абзалиев по раундам 4-1.